Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте! Сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов дознания МЧС России. Профессия сложная и ответственная. Сегодня наш гость в студии Степан Сидоров, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску. Степан Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Вот расскажите о результатах вашей работы в прошлом году, ну и о том, что уже сделано в текущем. Ну, смотрите, в прошлом году на территории города Якутска произошло 700 пожаров. При пожарах погибло 12 человек, в том числе 2 ребенка. Если, скажем, возьмем за 2021 год, то там произошло 794 пожара, при котором погибло 23 человека, в том числе 7 детей. На текущий год 39 пожаров. И по состоянию на сегодня мы провели 165 рядовых мероприятий, при котором это у нас инструктажи, разъяснения, вручение листовок, памяток о требованиях пожарной безопасности. Было посещено 488 квартир, а также частных домов. Вот расскажите, что входит в вашу деятельность, ну и какими инструментами пользуются дознаватели в своей работе? Вот здесь основной инструмент это первая ручка для дознания. Ну, сегодня я принес инструментальный комплект, называется антрацит. Тут есть все для работы на месте пожара для дознавателя. Имеется от линейки до фотоаппарата, мультиметра, навигатора, ноутбука. В принципе, для работы на месте пожара весь полный комплект есть. И вот с помощью этого комплекта какие манипуляции вы производите? Отбор проб, изъятие вещественных доказательств, изъятие электропроводов для проведения экспертизы. Также навигатор нам помогает в случае лесного пожара, фотоаппарат для фотофиксации на месте пожара. В принципе, все есть. То есть вот антрацит содержит весь набор, основной набор инструментов, да, можно сказать, необходимый в вашей работе. Да. А вот вообще каким образом происходит выяснение причин пожара, да, ну и каким образом определяете виновных? Так, выяснение причин пожара, в первую очередь, там надо будет провести качественный осмотр места пожара, качественно опросить очевидцев пожара, участников тушения пожара. Например, в случае возникновения пожара в частном доме надо будет уточнить у хозяев дома, пользовались ли они электробытовыми приборами, печным отоплением, курят ли, привычки курильщика, где курит, на балконе, в туалете, на кухне. В общем, потом уже отрабатываем все версии пожара, оттуда уже, грубо говоря, уже отсеиваем. И вот примерно сколько времени занимает работа на одном объекте, да, вот, на одном происшествии? У дознавателя есть сроки от 3 суток до 10 суток, но потом уже продлевается до 30 суток. То есть, в принципе, максимум в течение 6 дней уже должны определить, конечно, все выяснить причины, да? Да. Вообще, какие меры принимаются, вот какие причины, кстати говоря, вот техногенных пожаров у нас в Якутии чаще всего? Основные причины это у нас в первую очередь детская шалость, нарушение правил пожарной безопасности при курении, обращение с огнем, обращение с электробытовыми приборами, печным отоплением. Бывают и поджоги, но они бывают очень редко. То есть чаще всего пожары происходят по каким причинам, можно сказать? Короткое замыкание. Короткие замыкания, да, какие-то вот происшествия. При курении, при эксплуатации электробытовых приборов. Вот расскажите о каком-нибудь наиболее сложном, да, например, расследовании пожара, прошедшем вот за время вашей работы. Ну, смотрите, понятие «сложный пожар» такого нет. Все пожары сложные. Например, в случае лесного пожара там есть сложность, транспортная схема отсутствует, большой периметр пожара, отсутствие очевидцев пожара. Например, в 2013 году мы работали в Кобяйском районе, и там было 57 лесных пожаров. Мы вылетали там на вертолетах, самолетах, бывало на тракторной технике, на моторных лодках, бывали случаи на лошадях туда выезжали. В общем, мы там отработали все 57 лесных пожаров, было возбуждено 3 уголовные дела и благополучно направили в суд. Вот, кстати, расскажите подробнее, как идет расследование именно лесного пожара. Да? Действительно, очень сложно же найти свидетелей, виновников. Вот как здесь ведется работа? Там, в первую очередь, надо будет качественно, еще раз скажу, провести осмотр места пожара. Периметр большой, нам помогает этому навигатор, в первую очередь, нам помогает хорошо опросить участников тушения пожара, лесного пожара. С ними, в первую очередь, отрабатываем. И нам помогают коллеги из МВД, в первую очередь, при оперативно-розыскных мероприятиях.
В ноябре прошлого года вот на проспекте Ленина в Якутске произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Вот что тогда произошло, какая работа проводилась, ну и что послужило причиной пожара? Да, в прошлом году, 15 ноября, произошел пожар в многоквартирном жилом доме, при котором пострадали 3 балкона квартир, а также помещение квартиры на общей площади 48 квадратных метров. По итогам проверки было установлено, что причиной пожара послужила детская шалость. В общем, родители оставили детей, малолетних детей. Они играли на балконе и неосторожно уронили свечку. А вообще, вот что самое главное в профессии дознавателя? Какие бывают сложности? Самое сложное — это работа с людьми. Дознаватель должен быть хорошим психологом. Например, в случае, когда дознаватель входит в доверие, в контакт с предполагаемым виновником пожара, то в некоторых случаях виновник пожара осознает и сам переходит уже, перезносится на правонарушение. Ну и главное, чтобы дознаватель должен поддержать тех людей, у которых сгорело все имущество, либо в случае пожара погибли родные, либо пострадали. Ну, бывает же еще, что люди находятся в состоянии шока. Да? Да, поэтому должен быть хорошим психологом. Вот вы рассказали о том, что занимаетесь профилактикой, кроме дознавания, да, еще. Вот расскажите, как ведете профилактическую работу? Совместно с администрацией города Якутск, с нашими коллегами с МВД, со службами, с округами, с руководителями объектов, предприятий, совместно мы разрабатываем совместный план мероприятий по профилактике не только в жилом секторе, но и в учреждениях, на объектах. И на основании данного плана уже отрабатываем. И вот во время рейдовых таких мероприятий какие действия производят? Как я уже говорил, это инструктажи в первую очередь надо будет проводить. Вручение листовок. Мы в этом году, как я уже сказал, мы вручили 872 листовок разъяснения требований пожарной безопасности. И соцсети, СМИ, самое главное. Также еженедельно мы выходим на радиоэфир каждую пятницу, понедельник. Ну и в завершении нашего разговора ваше пожелание коллегам, ваш профессиональный праздник. В этот день хотелось бы пожелать нашим коллегам успехов в работе, карьерного роста, ну и самое главное, здоровья и семейного благополучия. Все. Ну что ж, Степан Владимирович, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.